В центре лыжной подготовки «Алдан» проходят тренировочные сборы. Здесь собрались сборные Китая, Республики Саха-Якутия и других регионов. Ну и, конечно же, главные гости – это сборная страны по биатлону и спринту среди мужчин. Начиная с 8 октября центр живет в строгом режиме. С 9:30 утра до 12 дня на трассе идут тренировки, спринт для лыжников и стрельба для биатлонистов. Лучшие спортсмены нашей страны сделали выбор в пользу центра благодаря идеальным климатическим условиям и алданскому снегу. В 5-й раз уже в Алдане и безумно рад, что каждый год приезжаю сюда. Снега в этом году, наверное, за все года меньше всего, но его в принципе хватает. То есть лишний раз не запускаем ретракт на трассу, потому что он поднимает этот снег. В целом все хорошо. Морозы щадят нас. Всего лишь пару дней было. Минус 18, где-то минус 20. Но в остальном, я говорю, все отлично. Помимо звезды лыжного спорта Крюкова, в центре занимаются 3 олимпийских чемпиона. Евгений Дементьев, Алексей Волков, Антон Шипулин. 2 чемпиона мира – Алексей Петухов и Иван Черезов. Здорово, превосходно. И погода, и снег подсыпает, когда нужно. То есть все идет по плану. Ничего еще пока не было смещено. Всего со сборной России в Алдан прибыли 22 спортсмена из основного состава. Плюс к этой цифре добавляется команда сервисменов, куда входят тренеры, врачи, аналитики и специалисты чемпионов. Каждый день с 6 утра работники трассы готовят дорожки для бегунов. Повары и диетологи разрабатывают специальное меню. Все это для создания идеальных условий для спортсменов. С утра подъем. А если нет зарядки, то завтрак, потом первая тренировка, обед. Отдыхают после него, тихий час спортсмены, и вторая тренировка. Вечером обычные разборы техники или там какие-то другие моменты, технико-тактические разбираем. Вот такой стандартный день, как бы. Помимо нашей сборной, в центре подготовки к предстоящему этапу Кубка мира в городе Рука, Финляндия, готовятся и китайцы, которые пока не так сильны в лыжных видах спорта. Экономика очень сильная, как спортсмены, лыжники, по-моему, не очень сильные, поэтому мы не обращаем на них внимания, видим просто, что китайские костюмы, не более того. То есть, но если так приглядываться, видно, что у них технические компоненты и вообще система подготовки лыжников китайских, она еще пока не совершенная, поэтому в этом они проигрывают. Тренировки российской сборной продлятся до 4 ноября. За это время они успеют принять участие в первом всероссийском соревновании по лыжным гонкам. На алданский снег спортсмены вернутся только через год. Екатерина Карпухина, Аял Яковлев, Джоустан Трофимов, Алдан. Специально для ИСИА.